1994 году, 13.09, свидетельство про право собственности на дом строения получено 13.09.2004. Госпожа Колесниченко, известная Дальше, в 2006 году, в сентябре месяце, и Костусев ошибся, не в 2007, а в 2006 году было дано разрешение на подготовку документов на реконструкцию второго этажа. 18, настройка второго этажа 18,6 метров. Здесь у них сейчас у них документы на 18,6 метров, это пятиэтажный дом. Вот у меня все документы. Да. Я хочу сказать, что это, вот видите, историческая справка, вообще это историческое здание в 1819 году. Здесь жила семья Бондаревских. Ну, я как вышел, я вышел в Facebook, вышел на сети, так как я житель Воронцовского переулка, 8 номера. И семья здесь уже, моя бабушка здесь в Воронцовской первой квартире, она была защитницей города Одессы, Севастополя, медсестрой, получала 2 ордена Красной Звезды за оборону здесь и здесь. Поэтому и здесь в этом здании работала, в садике работала моя жена, зять у меня жили в этой одной комнатушке здесь. Поэтому я вам хочу сказать, что здесь нужно разобраться в том, как две части этого сторожки, этого здания, что здесь было, перешло в собственность госпожи Колесниченко в 2004 году, 13.09. Вот у меня есть справка такая. Во-вторых, эта половина относилась к садику, это управление образования города, тогда было начальник управления города в 2004 году. И вторая часть — это часть коммунальной собственности громад города. И как оно перешло в одну на собственность, на право собственности, неизвестно. Потом пошли все отписки. Вот я получил отписки от Штербу, начальника управления областного спадщины. Я получил от пожарников. Я получил выставки санитарно-экономической службы. Получил выставки я из архитектуры. Везде. Но самое главное, хочу зачитать справку, где здесь было, что это здание, домик был построен за заслуги и дал семье Бондаревских в 1819 году. Это была пристройка. А в 1854 году Иван Бондаревский во время боев под огнем противника носил воду солдата батареи Щеглю. За этот подвиг имя Бондаревский было внесено золотые буквы на доску достойно воспитанной мужской гимназии. Поэтому это историческое здание, которое нужно было его отреставрировать, сделать как положено году. У нас больше всего что здесь никто не будет вот на уровне того забора, который был здесь построен, на этом уровне нужно было сделать. Но сделать его исторически под это здание. Поэтому вы понимаете, 18,6 метров. То есть, представляете, здание 18,6 метров. Я живу в Воронцовском переулке и здесь 300 готовых.